Один из важных инвестиционных проектов в Московской области – спортивный комплекс в поселке Электроизолятор. Работы стартовали в апреле этого года и находятся на контроле у регионального министерства физической культуры и спорта. Совсем скоро работы здесь будут завершены. Официальное открытие объекта планируется в сентябре. За 3 месяца практически вот здесь проведены грандиозные работы. Трудились все, трудились на славу. И результат вы сегодня видите. Красивейшее футбольное поле с искусственной травой, хоккейная коробка, раздевалки современные, красивые, благоустроенная территория. Это очень радует. Я вот сейчас продолжаю проводить встречи с жителями во дворах многоквартирных домов. Сейчас проходит встреча практически каждую неделю. И жители очень благодарны главе нашего городского округа Виктору Валентиновичу Неволину за заботу, за внимание и за то, что вот именно в короткие сроки такой красавец стадион у нас появился. В настоящее время здесь уже построили футбольное поле с трибунами и навесами, мачтами освещения и скамейками для запасных игроков размером 150 на 68 метров, а также хоккейную площадку размером 60 на 30 метров и пластиковое покрытие для занятий роллер-кеем. Мы ушли со стадиона Белова, сейчас занимаемся на малой спортивной арене. Все игры чемпионата мужского первенства мы сейчас проводим на выезде. Поэтому 3 месяца уже считаем дни, каждый день сюда приходим. Но буквально вот все, еще там пару недель. И мы уже сюда выйдем и запустим тренировочный процесс детской команды. И продолжим игры первенства нашего районного. У взрослой команды «Прогресс» наконец-то на новом нашем родном поле, которого мы дождались. Я просто помню первые фотографии, когда мы приезжали сюда, осматривали место, где просто трава, вырыли котлован. Честно говоря, не верилось, что на этом все можно создать такой объект. Но действительно, что подрядчик отсюда не вылезал, да, и от всей души, вот честно, просто хочу поблагодарить, да, генерального подрядчика за работу и постоянный контроль, и с Леонидом Васильевичем Савиным мы здесь не одну встречу провели. Виталий Викторович Чехов приезжал вместе с Виктором Валентиновичем. То есть тотальный контроль, постоянный контроль за работами привел к тому, что мы за летних 3 месяца, да, после исхода снега, получили здесь просто колоссальный объект, как сказал Роман Игоревич Терешков, что может побороться по статусу там, со многими объектами Московской области спортивными. На сегодняшний день я могу сказать, что это уже проверено временем. Вот уже прошли и ливни, и дожди, и все остальное. Вот как видите, вот значит так, то есть футбольное поле, покрытие получилось очень удачное и очень правильное. Вот поэтому после любых осадков нам поле буквально высыхает, и даже можно сказать, что даже в дождь, в ливень тут можно в общем, проводить тренировки, играть. Мы, так скажем, можно по-разному строить. Мы вложили душу в этот стадион, и, скажем, жители получили очень хороший подарок. Здесь я смотрю, уже наблюдаю, что уже и дети ходят тут гуляют, и с детьми гуляют, потому что тут такие, так скажем, красивая геопластика и очень интересные такие дорожки, по которым не только можно вот так вот ездить или там бегать, можно и просто прогуливаться. Такого места пока нет. Новый спортивный кластер станет отличным подспорьем для местной команды «Прогресс», в которой занимаются порядка 200 футболистов. Ребята смогут тренироваться и играть на большом поле с качественным покрытием, поэтому интерес к спортивной секции обязательно должен возрасти. Все, что сделано с душой. Роман Игишевич профессионал с большой буквы. Огромное ему спасибо. Я ему желаю новых успехов творческих, потому что он здесь много проявил творчества, много того, что из проекта он предлагал, и сегодня это работает. Спасибо огромное. Я всех жду на открытие. Открытие состоится в первой декаде сентября. Сергей Григорьев, Дмитрий Крунов, Игорь Чернышов. Для программы «Городские вести».